Самат Хаштубекович, Вопросов нет. у вас есть вопросы? Вопросов нет. Нет вопросов? Уважаемые коллеги, у вас есть вопросы к выступающему? Спасибо. У меня есть вопрос к вам. Вот вы сказали, что за исключением в законе прописано, что за исключением политических партий, кооперативов и, по-моему, еще какие-то субъекты вы назвали, да? Вы убеждены в том, что эти субъекты не сдают подобную отчетность? Вы сказали, что в законе прописано, да? То есть, что вот эти формы отчетности, они не распространяются на деятельность политических партий, это, да? Вы изучали закон, вы утверждаете, что подобные, скажем, виды отчетности эти субъекты не сдают? Как я знаю, уважаемый председательствующий, подобный отчет только некоммерческие организации сдают. Политические партии, кооперативы, они не сдают. И более того, еще один вопрос. Да, я вашу позицию понял, да? Ну вот о размере, структуре доходов, составе имущества некоммерческой организации. Да? Вы говорите, что это обременяет и таким образом нарушает право на объединение. Да? Ну и вы сказали, что на функциональность влияет деятельности некоммерческой организации. Вот здесь вы немного не могли бы остановиться более подробно, да, вот каким образом, да, и на ваш взгляд тогда и вот предыдущий выступающий со стороны, с обращающейся стороны, тоже высказал, что да, есть разные формы отчетности в других странах, да, но они не такие, да. А вот в чем разница этих видов отчетов, которые, ну, предусмотрены, да, и каким образом вот та форма, которая принята у нас, вот обременяет деятельность, функциональность, как вы сказали, да, некоммерческих организаций? Хороший вопрос. Уважаемый суд, у меня 3 аргумента на этот ваш вопрос, если позволите. Более конкретно. Да, более конкретно. Каждый из них конкретно с разных позиций. Во-первых, уважаемый суд, данное обременение, оно касается только, они говорят, некоммерческие организации, они и так подают отчет. Ежемесячно, ежеквартально мы подаем отчет. Ежегодно. Более того, уважаемый суд, если я не ошибаюсь, согласно 59 и 60 статьи Налогового кодекса, налоговый орган в любое время может прийти и проверить полностью. Никто их этого права не отнимал. То есть вопрос проверки. Вот. Теперь, почему именно только некоммерческие организации должны подавать вот подобного рода отчеты? Почему? Хорошо, некоммерческие. Нет, именно подобного рода. Да, давайте подобного конкретно рода определим именно какая информация, которая подается только некоммерческими организациями, и которые не подают другие юридические лица, я имею в виду и коммерческие организации, как мы уже говорили, там кооперативы, политические партии. Давайте конкретно говорить, да? То есть именно вот какие виды, ну, например, я не знаю, там размер привлеченных средств или как вы это оцениваете? Коммерческая организация. Что другие организации не подают. Вот здесь давайте конкретно, именно что конкретно коммерческая организация вынуждает вот эта норма подавать информацию именно о чем, которые, например, информацию не подают. Скажем, как вы сказали, коммерческие организации, политические партии, кооперативы, и я не помню, там вы... Коммерческие организации не подают, уважаемый председательствующий. Коммерческие организации такой отчетность не подают. Нет, я точно знаю. Я говорю о том, что именно вот именно о чем, вот, о чем вынуждена подавать некоммерческая организация, которую не требует от других юридических. Если мы уж говорим о дискриминации, давайте уж говорить более конкретно. Если разрешите, я вот сводную я взял постановлением правительства утвержденную, да, вот эти формы. Вот, уважаемый суд, постановление Кабинета министров Кыргызской Республики. Вот в этом вот сводная информация. Членский взнос, вот здесь вот целый механизм разработали для этого.
Ни одна политическая партия, другие, вот эту они не заполняют и не сдают. Не, конкретно, вот смотрите, вот откройте, да, вот вы сами показываете, откройте. Так. И назовите, там я вижу прям в шахматном порядке и все расписано, да, именно какой вид отчетности не подают другие. И что это является обременением именно некоммерческой организации. Вот, уважаемый суд, просто например, утвердить, говорит, вот, например, сводную информацию некоммерческой организации. Сводная информация некоммерческой организации. Первый вопрос, а где коммерческая организация? Если бы коммерческая организация подавали, сюда тоже сводная информация коммерческой организации прописали бы. Конкретный Нет, пример. Смотрите, Так. да, я вам тогда по-другому задам вопрос. Раз мы ставим подобный вопрос здесь, вы как обращающая сторона, надо быть досконально готовым, да, и, скажем, к тем обоснованиям, которые вы приводите. И в данном случае речь вот о чем идет, да, скажем, для коммерческих организаций, я не знаю, но там у них какая-то своя форма отчетности есть, да, перед налоговой, да. Так. Есть политические партии, тоже какая-то форма отчетности есть, поскольку есть отдельный отраслевой закон о политических партиях, да. То же самое касается кооперативов и других субъектов вообще. И вот в соотношении с ними, если мы утверждаем, что именно вот этот отчет является обременительным, что подобные виды отчетов никто другой не сдает, то это нужно подтверждать именно таким образом. То есть вот вы показываете то, что правительство приняло для коммерческой организации. Разумеется, там есть позиции, которые касаются, которые по другим, скажем, нормативно-правовым актам, другие сдают, может быть, немного в другой форме, но сдают вот эти виды. Именно что не хочет сдавать некоммерческая организация и что мешает функциональности коммерческой организации из того перечня, скажем, информации, которую вы только что показали, по сравнению с другими. Потому что мы не можем просто утверждать из-за того, что, например, отдельно утвердили по поводу НКО, утверждать, что, например, другие юридические лица не обременены подобным этим. Здесь, уважаемый суд, председательствующий, два момента. Первое, по содержанию вы говорите. Почему? По содержанию. Разумеется, по содержанию, уважаемый суд. Потому что формы правового регулирования, они могут быть различные. По содержанию, уважаемый судья, для некоммерческой организации, там, источники формирования, там, куда, на что, там, они, там, для какой деятельности тоже указывается в этом, внутри отчета тоже есть. Вот. На что это, какие там, это раз, а у них нет. Потом по форме, вы не только по содержанию, еще и по форме надо смотреть. Только мы, некоммерческие организации, на сайте налогового органа вот именно вот такой подобный отчет о сводной информации размещаем. Они нет. Они не размещают. По поводу подоходного налога, других, да, абсолютно других деятельностей некоммерческих организаций, как и коммерческие организации, они тоже все это делают. Сверх этого, то, что они и коммерческая организация делают, сверх этого еще и вот это сейчас оспариваемую отчетность еще делает дополнительно. И по содержанию, и по форме. По форме тоже нас еще раз дополнительно обременяет. Поэтому, уважаемый судья, председательствующий, я считаю, что да, она затрагивает, да, это дополнительно. Почему там они тоже не подают? Почему мы должны источники там дополнительные эти предъявлять? Они не должны предъявлять. Да. Почему тогда только там ограничения сделали только вот этим некоммерческим? Почему вывели тогда вот их остальных коммерческих, некоммерческих, профсоюзов и других? Поэтому мы считаем, что там есть нарушение. Когда вот налоговый будет отвечать, мы там уточним конкретно. Исходя из того, что вы говорите, да, почему некоммерческая организация должна, скажем, раскрывать источник, да? Не, мы так раскрываемся, мы подаем же. Это же дополнительно еще сверху идет. Дополнительно именно что идет? Уважаемый судья, каждый месяц, я не бухгалтер, но я как юрист, я говорю, каждый месяц наш бухгалтер, например, Бердюйнё, да, ежемесячно на сайте организации подает отчет.
полностью. Потом квартально там подает отчет по форме, по 131, по 130, там доход, все вот это подается. Там есть. Еще дополнительно они, помимо финансовых источников, еще требуют на какую деятельность, на какую работу, еще дополнительно требуют. Почему мы должны, и так подавая, еще раз должны подавать сверху? Вот в Ваша чем позиция суть. понятна. Моя позиция в Ваша этом. позиция понятна, да? Присаживайтесь.